В эфире «Актуальное интервью», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. При покупке новой квартиры в черновом варианте, как правило, встает вопрос с проведением масштабного ремонта. При этом многие собственники жилья решаются на перепланировку или переустройство жилья. Разберемся о нюансах этих понятий и порядке согласования изменений с государственными органами. В каких случаях перепланировка невозможна, об этом и не только сегодня поговорим. Гостья студии Галина Новикова, первый заместитель руководителя управления государственного строительного и жилищного надзора республики. Галина Геннадьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Что входит в понятие государственный строительный надзор и какие объекты вы контролируете? Я бы хотела отметить то, что на территории республики строительство ведется очень активно. Это практически все населенные районы, города, то есть много очень программных мероприятий. Конкретно по объектам немножко попозже остановлюсь, но эти понятия, какие мы объекты должны осуществляется надзор, по каким объектам, они определены градостроительным кодексом 49 статьей. Хочу сказать, что наше управление является органом власти, который именно выполняет те функции надзора на территории республики. И предметом надзора является это соответствие построенного объекта на основании разработанной проектно-сметной документации. Соответственно, мы все понимаем то, что прежде чем начать строительство, сначала разрабатывается проект, проводится экспертиза, и только потом осуществляется уже надзор над этими объектами. Заключением этой большой такой работы, совместной работы, является выдача заключения о соответствии построенного объекта проектно-сметной документации. Потом несколько слов хотела вот как раз сказать по объектам, которые к нам, по которым проводится надзор. Это объекты, которые все проектная документация которых проходит государственную экспертизу. Соответственно, все эти объекты, они подлежат надзору. Далее объекты, которые более 1500 квадратных метров общей площадью, этажностью более 2 этажей, независимо от формы собственности, независимо от финансирования, либо это бюджет финансирования, скажем так, федеральный, либо это региональный, либо местный бюджет, то эти объекты тоже все подлежат надзору. Есть, конечно, свои особенности, на которые нужно обратить внимание. Это то, что в случае, если объекты финансируются за счет бюджета, то независимо от их площади, то есть если даже площадь будет меньше, которую я назвала, да, меньше 1500, то они будут подлежать надзору. Поэтому практически довольно большое количество объектов, которые строятся, они подлежат надзору. Но сегодня у нас в надзоре 520 объектов. В большей части это объекты социальной инфраструктуры, это объекты здравоохранения, там, культуры, спорта и так далее. Образование очень много строится. И порядка 200 объектов – это объекты жилья. Причем половина от этого количества – это те объекты, которые строятся в рамках переселения граждан из ветхого аварийного. По предмету надзора хотела уточнить то, что надзор осуществляется за всеми видами работ. Это работы, которые выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, это требование наличия разрешения на строительство, это применение строительных материалов, которые используются в процессе строительства, это договоры, которые заключаются с подрядными организациями, потому что в данном случае, если работы или строительство данного объекта осуществляется на основании договора, то в этом случае подрядная организация или индивидуальный предприниматель, юридическое лицо, они должны быть членами саморегулируемой организации. Ну и, соответственно, надзор за соответствием разрешительной документации в части соответствия градостроительному планированию, правилам землепользования, застройки, тем требованиям, которые заложены в разрешении на строительство и градостроительном плане земельного участка. Какие же нарушения чаще всего допускают застройщики? Но при строительном надзоре мы в первую очередь, конечно, обращаем внимание на несущие конструкции зданий и сооружений, которые отвечают за безопасность. Бывают случаи несоответствия, когда прочность бетона не соответствует тем требованиям, которые необходимы и которые заложены в проекте. Не всегда тщательно ведется исполнительная документация. И если такие факты выявляются, то выдается предостережение, либо предписание со сроками, в том и в другом случае выдается предписание с определенными сроками.
И только в случае, если к намеченному или установленному сроку не выполнены эти работы, соответственно, уже принимаются меры административного воздействия. Бывают штрафы до 600 тысяч. И, конечно, хочу заверить всех, что объект может быть введен только после того, как будут устранены все нарушения. В случае, если невозможно устранить что-либо, то тогда эти элементы их приходится просто демонтировать. Поэтому заключение соответствия может быть выдано только при одном условии, что объект построен в соответствии с проектом и соответствует всем необходимым требованиям, тем всем комфортным условиям, которые необходимы для жизни человека. Если во дворе началось какое-то строение, как узнать, законное оно или нет? У нас много нормативных актов, которые мы используем, да, и своды правил, и федеральные законодательства, и постановления, и нормативные документы, которые регулируют нашу деятельность на республиканском уровне. Во-первых, есть определенные требования к строительным площадкам, да, то есть это должно быть ограждение, и при въезде на строительную площадку должен быть размещен информационный щит, на котором указывается это наименование объекта в соответствии с проектом. Бывает так, что в проекте написано, то, соответственно, то, что там объект называется там многоквартирный жилой дом, соответственно, так оно и должно называться. Наименование должно быть такое. Указываются сроки строительства, указываются представители организации, которые выполняют эти работы, указывается также представитель или должностное лицо, которое осуществляет организацию строительства на территории площадки, и представители органов строительного надзора, государственного строительного надзора, и контактные номера вот как раз организаторов строительства. Соответственно, если щит такой размещенный информационный, то там можно увидеть, на основании каких документов строительство это осуществляется. Но в случае, если такой информации нет, бывает и такое, такие нарушения сейчас уже, по-моему, в меньшей части таких нарушений встречается, но тем не менее бывает. Тогда можно обратиться в управление для того, чтобы по данному объекту была предоставлена информация. И мы всю исчерпывающую документацию и информацию можем предоставить заявителю. Перейдем к теме перепланировки и порядке согласования этого процесса. Что такое перепланировка и чем она отличается от переустройства? Да, действительно, такой насущный вопрос. У нас данные виды работ, они регулируются жилищным кодексом. Согласно жилищного кодекса, к перепланировке относятся все виды работ, которые связаны с изменением площади помещений, перенос или демонтаж перегородок. Невозможно демонтировать, если вдруг кто-то собирается, то несущие конструкции, и их невозможно демонтировать. А к переустройству же относится это демонтаж или перенос инженерных коммуникаций и оборудования, например, санузел, изменения какие-то, или раковину куда-то переносит, или ванную. Для того, чтобы начать эти работы, прежде всего рекомендуем собственникам квартир и пользователям квартир обратиться в проектную организацию для того, чтобы этот проект был разработан. Далее, вместе с пакетом документов, которого прикладывается обязательно заявление должно быть, документы на квартиру, на помещение, по которому будет проводиться перепланировка. Далее, согласие собственников, в том случае, если это необходимо, если это касается общедомового имущества. И, конечно, проект перепланировки, он направляется в департамент жилищных отношений. Можно использовать либо многофункциональные центры, через которые можно передать это заявление, либо через госуслуги. На сегодняшний день эти виды работ, они активно вообще собственники обращаются, но на сегодняшний день мы не видим, но в случае, если выявление, предположим, каких-то работ, которые без разрешительных документов, то тогда уже принимаются определенные меры. Эти меры, они административного характера,
Это в данном случае могут быть оштрафованы граждане, которые проводят эти работы. Сумма штрафа составляет до 2500, на должностных лиц от 4 до 5000, и на юридические лица это примерно от 30 до 50 тысяч. Поэтому вот на сегодняшний день схема такая. Всем желаю, чтобы все работы, которые проводились, они проводились в соответствии с теми требованиями, которые необходимо исполнять. В какой срок рассматривают заявления от граждан и вот согласование перепланировки именно, порядок? Да, эти документы рассматривают в течение 45 дней. Ну, к сожалению, такой регламент установлен. Задействованы очень многие структуры, поэтому этот перечень, который я назвала, он не является исчерпывающим. И я рекомендую обратиться все-таки для консультации в Департамент жилищных отношений для того, чтобы рассмотрели конкретный случай. Потом хотела бы я еще сказать то, что не всегда ту перепланировку, которую человек или собственник планирует провести, она не всегда может быть согласована. Это бывают случаи, когда, ну, первое, предположим, разработали проект, а перепланировку сделали как-то по-иному, то в этом случае, конечно, будет отказ. Далее очень большие требования, и невозможно, вернее, не то, что невозможно, нельзя увеличивать мокрую зону. Это имеется в виду, что вот санузел и ванная, они в квартирах, которые находятся ниже этажом, не должны быть размещены над жилыми помещениями. То есть здесь однозначно, если такое планируется, то, к сожалению, такие виды работ, они не могут быть исполнены. Невозможно и категорически не делается и не согласовывается это снос капитальных несущих стен. Соответственно, безопасность зданий и сооружений, она должна быть сохранена. Ну и бывают случаи, когда затрагивается общее домовое имущество, то в этом случае требуется уже согласие собственников, и если этих голосов не хватает, то тогда тоже, к сожалению, придет отказ. Но эти, скажем так, замечания или нарушения, они могут быть исправлены, и в конечном итоге выбран тот или иной вариант, который отвечает всем требованиям. А чем грозит незаконная перепланировка помещений? Но вот незаконная перепланировка, это грозит штрафами, то есть собственник квартиры может быть оштрафован. И даже если перепланировка проводится в помещении не жилом, а в каком-то другом, или переустраивается, потому что очень часто, когда приобретают те или иные помещения, и нежилые помещения, когда начинается, ну, практически все убирают, заново перепланировку делают, новые помещения себе организуют и так далее, то на юридических лиц штрафные санкции достигают 50 тысяч на должностное лицо, от 2 до 5 тысяч. Спасибо вам большое за интересную беседу. Ну а я напомню, что в программе было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.